В Госдрамтеатре прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и 32-й годовщине со дня образования Министерства обороны. Мероприятие открылось с показа документального фильма об истории создания и становления национальной армии, о поколении которому с оружием в руках пришлось отстаивать интересы нашего государства и целостность Родины. Фильм был подготовлен пресс-службой оборонного ведомства. В январе-феврале 1993 года были сформированы органы управления и первые подразделения, которые укомплектовывались бойцами из отрядов самообороны. Далее был внесен государственный флаг Республики Южная Осетия и боевое знамя Министерства обороны. В этот день мы чествуем тех, кто сегодня выполняет свой воинский долг, кто защищал Южную Осетию в минувшие годы, кто создавал и укреплял наши вооруженные силы, начиная с момента создания оборонного ведомства, отметил в своей поздравительной речи президент Алан Гаглоев. Поздравляю вас всех с одним из славных и значимых праздников – с Днем Защитника Отечества. Поздравляю всех, кто носит и носил армейские погоны, с оружием в руках сражался за свободу Отечества, нес службу на страже мира и до конца предан Родине и воинской присяге. 23 февраля – профессиональный праздник, однако во все времена защита Родины была и остается нравственным долгом каждого. Наш народ всегда относился с особым уважением к тем, кто с достоинством несет звание воина. Погоны и военная форма всегда были символом воинской чести, а в час военной угрозы каждый, кто мог держать в руках оружие, поднимался на защиту Родины. Символично, что в День защитника Отечества мы отмечаем и День образования Министерства обороны Республики Южная Осетия. Своей деятельностью Министерство вносит вклад в укрепление оборонного потенциала республики, развивает военное сотрудничество с Российской Федерацией, повышает уровень взаимодействия с российскими военными в Южной Осетии. Уверен, что объединение пространства обороны и безопасности с Россией позволяет дать отпор любому агрессору. Наш народ всегда относился с особым уважением к тем, кто с достоинством несет звание воина, продолжил президент. Дорогие друзья, еще раз примите мои искренние поздравления с Днем Защитника Отечества. Особая благодарность всем, кто находится сегодня в боевом строю, всем военнослужащим вооруженных сил Республики и Российской Федерации, несущим службу в Южной Осетии. Успехов в решении возложенных на вас задач, здоровья и благополучия, пусть ваша служба проходит под мирным небом. С Днем Защитника Отечества! Да здравствуют вооруженные силы Республики Южная Осетия! Валох Исат, Хатбор и Ресу. Во все времена, во всех сражениях воины Осетии, защищая Родину, проявляли храбрость, отвагу и самоотверженность. Они всегда были на самых ответственных направлениях. Осетинские воины сражались, не щадя ни врагов, ни самих себя. Многим из них не суждено было возвратиться с военных полей. Хранить светлую память о воинах, отдавших жизнь за Отечество – наш святой долг. 2025 год – год 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Той победы, которая навсегда останется символом мужества, стойкости и героизма советского народа. Мы чтим подвиг наших дедов и прадедов, которые сражались за свободу, за будущее страны, за мир во всем мире. Сегодня новые поколения продолжают славные традиции, достойно несут службу. Их ратный труд наглядно показывает, что они достойные наследники великой воинской традиции, заключил Гаглоев. И сегодня, как это было на протяжении столетий, осетинские воины плечом к плечу со своими российскими братьями мужественно сражаются на Донбассе и на Курской земле. Сражаются за Россию, которая всегда приходила нам на помощь. Боевое братство и взаимопомощь – славная традиция, вписанная в генетический код наших народов.
цакутток доштар канунч, удонан, снова нахма, наройгуран бастай захыл, лавын мокол бокават, балолхоттар шаттак готохан морфават. Барагбона хурзахвават, манун фидор мананисут вашарам бунтабирайуду. После Верховный главнокомандующий вручил государственные награды за мужество и самоотверженность, проявленные при отстаивании независимости и территориальной целостности Республики Южная Осетия. Медалью защитнику Отечества был награжден Батрац Ханикаев. А за образцовое исполнение воинского долга и в связи с празднованием Дня защитника Отечества награжден медалью за службу на Страже мира Асамаз Осяев. Временно исполняющий обязанности министра обороны Инал Сабанов также обратился к присутствующим с поздравительной речью. Отметил, что сегодня мы отмечаем праздник, посвященный всем поколениям защитников Отечества. И многие из присутствующих на торжественном собрании внесли вклад в отражение внешних агрессий. Честь и хвала им, сказал Сабанов. 23 февраля – это праздник военнослужащих и ветеранов военной службы, участников боевых действий, которые лучшие годы своей жизни отдали во имя независимости Республики Южная Осетия. День защитника Отечества – это торжество отваги и мужества. Это праздник для всех, кто с честью и достоинством выполнял и выполняет священный долг по защите территориальной целостности и государственного суверенитета. Сообща мы достигли главной цели, одержали победу в борьбе с коварным и жестоким врагом, доведя ее до исторического признания Российской Федерации независимости и государственного суверенитета Республики Южная Осетия. Нашему министерству исполняется 32 года. Основу создания воинских подразделений оборонного ведомства составили бойцы отрядов самообороны, которые на начальном этапе защитили независимость Южной Осетии. В настоящее время боевые и другие задачи решаются национальной армией во взаимодействии с воинскими контингентами Российской Федерации. Пользуясь случаем, выражаю слова признательности российским военнослужащим, несущих службу на территории Республики Южная Осетия. С праздником, с Днем защитника Отечества! Инал Сабанов также подчеркнул, что руководством республики созданы необходимые условия для поступательного и динамичного развития национальной армии. После официальной части на сцене Госдрамтеатра состоялся праздничный концерт. Прозвучали патриотические композиции и песни военных лет. На концерте выступили и хореографические коллективы. Алена Утаева, Алим Бетеев, Ринат Медоев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.